А отца вообще не знаю, где. Где с больницы вытащили, куда пошли и где похоронили. Кто это простит вообще, а? Поэтому знает, что не простят. Поэтому так поступают. Случилось это однажды, сначала вечером, в этом Малый Маяк начали приезжать, значит, грузовые автомобили, как я сейчас помню, в основном из Судабека. Никто ничего не знает и знать не может. И вот на утро, где-то 2 часа ночи к утру, значит, вырывается в дом. Ну, я потом узнал, что в каждый дом 1 офицер, 2 солдата. Заходит и сразу объявляет, что это предатели, значит, служили немцам, то есть помогали немцам, как она пособничали немцам. И выводит пешком. Брать ничего абсолютно не разрешают. И вот такими голыми, так будем называть, да? Как в чем спали, да, кто в чем был, одевается там как мог. Ну, у кого-то, может быть, что-то было, он прихватил, успел. Но, в частности, мы ничего. И вот там в одном месте собирают, вернее, людей и грузят в эти машины. Теперь едем, то есть везут нас в Симферополь. А там уже вот эти вот телячьи вагоны стоят, загоняют нас в эти вагоны, причем в 2 яруса, нижний и верхний. Я помню, я наверх залез и возле окна сидел. Потому что мне было интересно, когда поезд идет, вот поворачивается, да, хвост вижу. Вот это было мне интересно. И вот я оттуда все видел. Мама утром к утру вышла и лук поливает во дворе. А он пришел, этот солдатик, вот так растоптал и говорит: мать, не поливай, ты его кушать не будешь. А мама говорит: почему не буду кушать? У тебя, говорит, много детей, мне тебя жалко. Если у тебя какие-то ценности, что-то есть, собери их сегодня ночью, вас будут выселять. Но если, говорит, ты сейчас, говорит, моему главному скажешь, что я тебе эти слова сказал, меня вот тут же расстреляют, не говори. Мама побежала к дяде, а дядя говорит: не верь этому, советское правительство эту подлость не сделает. Но мама вернулась к себе в дом, и что у нее было? Серебро, золото. Они вообще жили неплохо, потому что отец в то время ездил по заграницам, поднимал колхозы, такой вот авторитетный, сильный человек был. Крученые ножки, столы у них были, ковры висели. Потом, когда мы маму привезли в Алушту, она говорила: вот здесь у меня ковер висел, вот здесь ножная швейная машинка стояла, а вот здесь круглый стол германский был. Мама так нам объяснила. Мама пришла, ценности, какие у нее были, все собрала, продукты кое-какие. Старшему брату 12 лет было. Старшему брату крупу с чайником дала. Бутылки воды набрала. Вот так вот кое-что собрала. И действительно, среди ночи мне было 2,5 годика. Стук в дверь. И говорят: собирайтесь, у вас собраться 15 минут. Вас это выселяют, вывозят из Крыма. И вот так собралась мама, 4 детей. И вот так вот немножко этот солдат все время, мама моя говорила: если он живой, дай Бог ему здоровья. Он меня так вот подготовил, и мама уже по приезду там все, что вот с собой взяла, меняла на муку, на зерна и спасла своих 4 детей.
И вот нас везут. Мы, значит, в вагоне. По пути останавливается поезд, встречную ждет. В это время приходит, открывает вот эти вот двери и спрашивает: мертвый есть? Есть, давай. Забирают. Закрывает. И встречную, значит, воду набирает этот паровоз, как я уже так помню. Потом, значит, а которого оставили мы, что вы думаете, с ним сделали? Что, похоронили, что ли? Они остались. Поэтому, когда мы делаем молитвы, обязательно читаем тем тоже, которые остались там, не похоронившиеся, что их тоже поминаем, в общем. И мы едем уже, не могу сказать, сколько суток, точно не могу сказать, но, по крайней мере, около 20 суток мы едем до Самарканда. Приезжаем туда. Привозят. То есть это привозит нас туда, открывает двери, мы все выходим, и стоят узбекские эти брички с большими такими колесами. Забирают нас и развозят кого в бараки, кого в узбекский дом 3×3 в квадрате. И по 2, по 3 семьи загоняет туда. А потом, значит, если не в тот день, то на следующий день обязательно кто-то умирает. Кушать у узбека тоже нет, если спросишь. И вообще мы в первые дни не могли спросить. Голодные, холодные. Да, через 3 дня отец умер. Вот этой воды выпил из речки, из арыка. И вот находимся мы, значит, в этом доме. И когда несут хоронить, я тоже иду. А по обычаю там, где кладбище, там что-то дают кушать. Я, честно говоря, маленький пацан, иду, чтобы кушать. И вот пошли хоронить, уже я помню, как хоронили. Ну скажи, как хоронили? Узбеки на войне, наши на войне, а выселяли детей, старушек и стариков. Теперь возвращаемся назад, с другой семьи кто-то умирает опять. И так почти каждый день умирает. Каждый день я иду туда, куда несут покойник. И вы представляете такой момент? А хоронят дети, старушки. Ну, где там лопата? На полметра. Кетмен узбекский. А там есть такие животные, эти шакалы. И вот это вот в связи с тем, что так очень мелко похоронено, вот эти вот уже мертвецов, да, вытаскивают. И при людях недалеко метров 50-100 кушают. Даже это я видел. У наших матерей сердца были, конечно, не железные, а стальные. Плачешь: мама, кушать хочу. А что она может дать? И вот с голода, холода, малярия, болезнь, и унесло почти 50% первый же год крымских В татар. больницы ложиться боялись наши Это потом. взрослые. Это потом поняли, когда поняли. Убивали там таблетки. А вывезли нас с таким расчетом, вывезли нас на уничтожение. Неважно каким путем. Голодом, холодом. Даже, вот я, как помните, рассказывал,
значит, находит 3-4 человека и говорят, ты будешь говорить, что он был добровольцем. Не скажешь, тебе тоже посадят. И они явно говорят, что он был добровольцем. Вот его отца тоже Сейчас. посадили на 25 лет. Такая 58-я статья политическая. Вернулся отец с Куйбышевской ГЭС-стройки, тот же враг народа, предатель, на 25 лет осудили. Ну, этой власти можно любить ее и доверять. Вот так мы и жили. Ни один день не забывали. Мы всегда своим детям говорили, вы в Узбекистане родились, это ваша вынужденная родина, это не ваша родина. Ваша родина – Крым. И вот они с этими словами и выросли. И поэтому, приехав в Крым, боролись за свою родину. Крым – это их родина. И нам действительно другой родины не надо. У нас другой нету, мы и не хотим другой. Наша единственная родина Крым. У всех есть родина. У греков Греция, у армян Армения, у болгар Болгария. Пусть они живут, они никому не мешают. Но пусть не говорят, что все одинаковые крымские татары и все, значит, у них... Да, караимы, это действительно, они в Крыму жили. У них тоже другой родины нету. Пусть не сравниваются с нами. Тем более, когда видишь их, как они, грубыми словами выражаясь, двуличные подлецы, поддерживают не от души, а от страха. Россия им нужна. Им нужна их шкура, чтобы жить и спастись. Вот это вот все забрали, ничего не оставили. И не только возвращать, еще и если они сейчас планируют себе и сейчас все забрать, то, конечно, Аллах их рано или поздно накажет. У нас даже вот такие маленькие дети просят Аллаха: спаси нас, помоги от этих нелюдей, и молятся. И это рано или поздно придет. А они, когда первое время мы вот здесь сидим, а вот здесь напротив нас эти знамена сверкают и кричат: да здравствует Новороссия! Мы теперь живем в Новороссии! Ура! И мы вынуждены бывали из дома уходить, чтобы это не слышать. Кто, если своим детям смог это передать, то они, конечно, все знают. А русский поп, выступая 18 мая однажды, сказал: с вами так сделали, что ваши дети вам не поверят. Действительно, с нами так сделали. Это, передать невозможно. И аналогов не было, по-моему. Ну, а мы смогли детям передать. А мы смогли, детям. Да. Так вот будет продолжаться до последней капли крови. Поэтому дети такие. Мы смогли передать, поэтому дети такими. Я знаете, что делал? Вот она дает кушать детям, да? Тихо, чайник кипяченый. А я у своего сына Рустема и Ахтема забираю. Не даю кушать. Сначала рассказывает, что с нами сделала советская власть во главе коммунистической партии. Потом даю кушать. А она говорит: когда кушать, не трогай. Я говорю: нет. Вот таким путем я им... Там вся моя вина за то, что мой сын таким так любит свою родину и так борется за свою родину и за свой народ. Вы понимаете, люди сами не понимают, кто предатель вообще. Тот, кто дал присягу Украине, и вдруг сегодня, как некоторые говорят, я за единую Россию. Показывать. А что против сделали крымские татары? Что сделали? Они были против референдума?
В Нидерланде сделали референдум, 45% всех надо посадить? Или вообще не признавать? Или в других местах? Референдум есть референдум. Есть против, есть за. Ну а крымские татары, то, что это референдум. Не такой референдум, я же тоже взрослый. Они прекрасно об этом знали. Поэтому они были против вообще референдума. Это да. Помнишь, когда в 80-х мы в Алуште отдыхали, с Ленинграда муж, жена, в институте они преподавали. Что они сказали? Все же не расскажешь. Вас признают тогда, когда вы откажетесь, что Крым ваша родина. У Советского Союза, у Кремля одна цель – ассимилировать крымских татар, чтобы как таковой нации не было. Но они после это сделали, значит, после нас, когда нас корчевали, провезли в Узбекистан, они уже хотели этого сделать. Это не вышло. Только в себя немножко пришли, народ стал строиться, зарабатывать, труда не боимся мы, крымские татары. Дети стали учиться, высшее образование получали и приперлись человечки спасать русских. От кого и от чего они спасали русских? Спекулировали ихними именами. А соседи мои зомби. Так и считают. Это не только твои соседи. Я соседей своих знаю. Это то, что сейчас происходит, он прекрасно все сам знает. Как я уважала их. Сейчас то, что происходит, не он только знает. Все знают. И это знает весь мир. Они объявили, что Россия не любит проигрывать. Мы всегда победители. А это разве выигрыш? Они считают это выигрыш. Это нет, это Как же? неправильный выигрыш. Это что? А брали в Санкт-Петербурге, в Москве интервью. Что они говорят? Следующие выборы кого они собираются? Путина. Путин им нравится. Нет. Им все равно, где кого убивают, сколько убивают. Им это все равно. Ты... Бежали на стадион, День Украины, встречали, кричали «Ура!». Да. И вдруг уже Украина плохая, бегут, кричат «Россия!». Неужели Путин верит этому народу? Я не верю этому. Кто любит предателя? Скажите мне, пожалуйста. Я воспитывал его, чтобы он любил свой народ, свою родину. И поэтому я его привез рано. Первые его трудности – это Киев 92. Так там слезоточивый газ вообще обычно сдалека прыскают, правда? Так ему в глаза залили. И когда его били вот этими дубинками, другой крикнул, сказал: слушай, убьешь ты его. Вот такой он пережил в Киеве. Это после распада Советского Союза, Киев 92. А он уже сам рассказывает. А мы, говорит, знали, если упадешь, затопчут. Но он здоровый. Вообще дети у нас все здоровые, девочки и сыновья. И он крепился, только так голову держал. И слышит. И не падает, гад. А тот говорит, хватит, убьешь. Никаких нигде не было слышно, что где-то что-то случилось, кого-то побили или кого-то убили. И этот митинг точно так же нормально прошел бы, если бы не провели бы другую партию противостояния.
А что они там делали? Что, у них ружье было на руках? Или что у кого-то? Вот такими голыми руками там стояли и требовали, чтобы не делать этот референдум. Поэтому говорю, всегда говорил, не дай Бог, чтобы ни с кем так не случилось с другой национальности, что случилось с крымскими татарами. А теперь говорю, дай Бог, чтобы с вами случилось, чтобы вы хоть поняли, как это было. А тогда как делали? Всех на фронт забрали? А чтобы не было сопротивления, всех, которые могут сопротивляться, всех забрали в трудовую армию. То есть оставили одних детей, старушек и стариков. То есть никаких сопротивлений. Урок с Чечни взяли. Поняли, да? Вот так сделали. И что теперь? Значит, надо сказать, нет, с нами этого не было. Нас не выселяли. Нас корчевали. Такое выселение не бывает. Спрашивали у меня, какого сына больше любишь? Все говорят, что вы Рустема больше любите. Я говорю, как вам объяснить? Вот ты мать, какого ты из своих детей больше любишь и какого меньше? Просто говорю, по-разному люблю я их. Я объяснила. Рустема нежный такой любовью, он сам такой нежный был, Рустем. Такие всегда мне, где какую песню услышит про маму, записывал, потом включал. Еще студенческие годы он привозил мне с Харькова про маму все. И когда, говорит, я уеду, включишь и будешь слушать. И вот включу и сижу, плачу. Все про маму, как он любит свою маму, как ему меня не хватает. Нежной, говорю, любовью люблю. А Ахтем, говорю, у меня орел. Его, говорю, люблю я очень сильной любовью. Но он, говорю, не дает мне рядом с ним стать нежной. Вот такой строгий. Вот фотографии видел Рустема? Я голову он не положил. Ахтем потом уже обниму его. Он стоял, ждал, пока я сама не отойду. А то эмоции буджурские, я ж Буджурова, буджурские эмоции. Она, я чегось, говорил. Но мы в крайнем случае думали, его не пустят сюда, в Крым с Украины. А получилось, что очередной раз его с границы вызвали на допрос и оставили. Потому что он никому не покорился. Что хочет? Вот и сидит сыночек наш дорогой. Ну, грех, конечно, кого-то проклинать, но иногда невольно получается. Сколько еще будем мы страдать, наш бедный, несчастный народ, из-за Родины? Вот на Тамане виноград, как в Узбекистане, сладость и сахаринность. А в Крым вообще почти и не спеют. Вот так мы живем мирно. Но все равно